Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И в начале выпуска вкратце обозначим главные темы. С Рождеством Христовым. Быть сопричастником вот этого великого рождения чуда. Как в Татарстане отметили один из самых важнейших церковных праздников, увидела Наталья Мезина. Они ждали этой встречи больше 2 лет. Даже не представляю, что им скажу, когда увижу. Потому что эмоции нахлынули. О рождественском чуде Алия Хайрудинова. Айда Татарстан. Люди любят хорошо отдохнуть, попеть песни. Да. В новостях Татарстана стартует рубрика об уникальных селах и селянах республики. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Такое увидишь только здесь и в советских кинофильмах. Моя коллекция отличается в основном оригиналом. Как житель Лениногорского района собрал необычную коллекцию мотоциклов, и зачем они ему нужны, спросила Филюза Хамидуллина. С Рождеством! Такими словами сегодня приветствуют друг друга тысячи жителей Татарстана и всей России. Православные отмечают один из главных церковных праздников. Во всех храмах этой ночью прошли торжественные богослужения. Главную службу в столице Татарстана в Никольском соборе провел митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. О чем молились и за что благодарили православные, узнала Наталья Мезина. Та самая ночь, когда кажется, что даже морозный воздух наполнен теплой радостью и светом. Повсюду православные торопятся в соборы и храмы. Все для того, чтобы вместе разделить таинство одного из самого важнейшего церковного праздника – Рождества Христова. В эту ночь собор выглядит особенно торжественно. Украшен еловыми ветвями, символом вечной жизни, а белые цветы и золотая одежда священников напоминает о чистоте помыслов. Главное торжественное богослужение в Казани в этом году в Никольском соборе. Рождественскую службу впервые в Татарстане ведет новый митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Благодарим Бога за ту милость, которую нам с вами даровал сегодня. Мы сегодня в Божьем храме. Эту простую возможность прийти в храм и помолиться прихожане от мала до велика называют настоящим счастьем. Я впервые в Казани именно с Рождеством Христовым. Всем спасибо. Всех с праздником. Делятся радостью и эмоциями в эту ночь все православные. Если кто-то встречает светлый праздник в соборе впервые, для других это уже давно семейная традиция. В каждой поставленной свечке свои раскаяния, мольбы и глубокая благодарность. У меня дети благодаря Господу только родились, потому что у меня третий сын родился именно когда я поехала в паломническую поездку. Такое событие в жизни нельзя пропускать. И нужно присутствовать здесь и быть, и прочувствовать это душой. Сама душа ведет в храм, потому что просто, как сказал владыка сегодня, быть сопричастником вот этого великого рождения чуда. Для православных с Рождеством завершился и пост. Его окончание за праздничным столом встречают и в Пестричинском районе. Постниковые, Кряшины. Постилась вся их семья. Если этой священной едой накормить домашних животных, тогда и их потомство будет здоровым. Традиционно здесь с колядками приходят дети. За песни колядующим, сладости и монетки. Многолюдно сегодня и в Раивском монастыре. Татарстанцы, гости и туристы посещают храмы, гуляют у озера и, конечно, увозят с собой раивскую воду. Когда сюда приезжаем, на нас не сходит благодать всегда. Для каждого прихожанина здесь открылась дверь в настоящую рождественскую сказку. Изо льда мастера соорудили иконы с расписными узорами и вырезали фигуры быка, символа Нового года. В этом году у нас сделан еще каток ледяной с ледяными фигурами, поэтому люди могут приехать и на улице тоже побыть в монастыре. Плюс вы видите, у нас за нами композиция икон из льда, тоже на улице можно поставить свечку. В больших храмах и маленьких церквях сегодня верующие обнимают близких и говорят простые, но важные слова. Праздник волшебный, всем хочется чуда, а чудо оно, все его где-то ищут. А на самом деле надо открыть просто свое сердце и это чудо раскопать там. Потому что все вообще в душе человека. Наталья Мезина, Файруза Мазитова, Юлдус Халиуллина, Игорь Романов, Ренат Сафин, Вадим Илларионов, ТНВ, Татарстан.
С Рождеством Христовым православных республики поздравил президент Рустам Минниханов. Рождество Христово – это доброе, объединяющее людей всех возрастов семейное торжество, которому неизменно рады и взрослые, и дети. Несмотря на известные трудности и утраты, в прошедшем году православная жизнь в Татарстане развивалась в привычном позитивном русле и отличалась высоким духовным содержанием. Мы вплотную приблизились к завершению воссоздания Всероссийской святыни Величественного собора Казанской иконы Божьей Матери Богородицкого монастыря. Рустам Минниханов пожелал всем оптимизма, мира, добра и благополучия. И сегодня в Рождество митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл дал первое большое интервью после своего переезда в республику. В Татарстан владыка решением Священного Синода был назначен почти месяц назад, 8 декабря. Успел ли архипастырь познакомиться с республикой, какие впечатления и планы в общении с митрополитом, узнал Дмитрий Аренин. Здравствуйте, владыка. Вы буквально меньше месяца назад переехали в нашу республику. Скажите, успели ли освоиться в Татарстане уже? С первого дня. Потому что попадаешь в такую обстановку, которая наполнена большим вниманием и любовью, и, конечно, это чувствуется очень, и ты становишься своим среди своих. Знаю, вы работали во многих регионах. Вы поняли, в чем особенность республики? То, что многонациональная, многоконфессиональная. Здесь, конечно, присутствие ислама имеет значительное место. Но в то же время традиционно уже много веков, где сохраняется такое мирное и взаимоуважающее состояние людей, исповедующих и как православие, так и ислам. А вы уже успели познакомиться с представителями других конфессий, руководителями? Ну, немножко успели. А с руководством региона, с Рустамом Миннихановым, с Ментимиром Шаймиевым, какие впечатления от них? Впечатление доброе, самое хорошее впечатление, потому что республика живет своей жизнью, руководство старается делать максимально возможное для того, чтобы люди, которые здесь проживают, чтобы они жили в мире и благополучии. Все живут, все трудятся, зная цели и задачи. Владыка, скажите, какие планы у епархии на этот год? Остаться в живых, надеемся, самый главный план. И все, чтобы Бог был милостив ко всем нам. Дай Бог, чтобы был освящен Казанский собор. Дай Бог, чтобы это стало торжеством всех людей, живущих здесь, не только в Казани, но и в республике. Поэтому для нас очень важно, что в деле восстановления собора участвовали очень многие люди, и что восстановление собора возглавляет не кто-нибудь, а первый президент республики Ментимир Шарипович Шаймиев, который известен для всей страны как человек, который сделал республику такой, какая она сегодня движется, и как сегодня с нынешним президентом республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым она продолжает то движение, которое когда-то начал Ментимир Шарипович. Спасибо за беседу, так насыщенно. Мы встречаемся в Рождество. Могли бы поздравить татарстанцев с этим праздником? Поздравляю всех вас с великим праздником. Пришествие в мир Спасителя мира – это имеет огромное значение для каждого из нас. Но будем помнить о том, что Бог приходит в этот мир, чтобы принести спокойствие и тишину. Он сам приходит в тишине и в абсолютной неизвестности. Постараемся тоже и мы жить скромно, тихо, постараемся все-таки что-то сделать в своей жизни и оставить добрый и благополезный след на той земле, в том народе, в котором Господь судил нам с вами жить. Поздравляю всех вас с праздником тихого, мирного, благодатного, радостного Рождества Христова. С праздником! Настоящее рождественское чудо случилось и в семье Абдуллиных. Еще 2 года назад их дочери Аделине поставили страшный диагноз – онкология. И почти никакой надежды. Лечить брались только в Германии за 40 миллионов. Сумма для семьи неподъемная, но ее собрали. Помогла вся Россия, в том числе и зрители нашего телеканала. И вот этой рождественской ночью, спустя 2 года лечения в Мюнхене, маленькая Аделина вернулась домой, победив смертельный недуг. На встрече была и Алия Хайрудинова. Скоро приедет Аделина, папа? Да. И вместе будем играть. Да. Они ждали эту встречу больше 2 лет. В августе 2018-го в двери семьи Абдуллиных постучалась беда. Их первенец Аделина заболела. Смертельный диагноз, бессонные ночи, вера и отчаяние, и снова надежда. Сумму на лечение 40 миллионов рублей собирали всем миром. И вот оно, рождественское чудо. Вот одна из тех историй, о которых люди спорят. К их приезду
приезду уже все готово. Игрушки, шары, а главное близкие. 2 года назад на лечение в Германию их провожала вся семья. Сегодня тем же составом встречают. Даже не представляю, что им скажу, когда увижу. Потому что эмоции нахлынули. Нет слов, честно говоря, ни одни эмоции. Я очень рад и благодарен Всевышнему, что предоставилась такая возможность, что семья наша объединилась. Сильно ждали. И вот в быстром темпе, что смогли, то и приготовили. Мы очень вас ждем. О том, что на руках Алины и Аделины заветная виза в Россию, семья Абдуллиных узнала накануне. С тех пор потеряли сон, говорят близкие, и делятся радостью со всем земным шаром. С теми, кто когда-то разделил с ними и горе. Мы очень через многое прошли. Это было очень тяжело. Но, слава Богу, давайте я сразу хочу благодарность свою выразить всему земному шару, как говорится, всему Татарстану, всем, кто нам помог. Без них мы не справились бы. У нас вот это чудо произошло благодаря вам всем. Как мы в этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий? Чтобы никого не обидеть, одинаково, правда? Знать наверняка. Им еще предстоит вернуться в Германию. Девочку будут наблюдать в Мюнхене профессора. Они посмотрят, как организм малышки после лечения отреагирует на другие вирусы. Но самое страшное, говорят, уже позади. Во время этой болезни произошла полная переоценка ценностей моей жизни. Я за 1000 километров чувствовала поддержку моих родителей, моего мужа, моих близких. За 2 года они прошли сложный путь и вместе победили смерть. А сегодня, говорят, чудеса случаются. И за этим чудом вера, надежда, любовь. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг. Алия Хайрудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, «Богатые Сабы», Казань. И в эти дни Владимир Путин подписал указ о создании специального фонда «Круг добра» для детей с редкими и тяжелыми заболеваниями. Фонд займется закупками дорогих лекарств, в том числе не зарегистрированных в России. Президент подчеркнул, что на счет организации будут перечисляться средства, полученные за счет повышения НДФЛ для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей. Так называемый налог на богатство. Фестиваль «Сбитня», конкурс креативных саней, праздничный хоровод и пир на весь мир. Сегодня в Менделеевске гуляла рождественская ярмарка. Она объединила всех. Одни катались, другие угощались горячими блинами, а кто-то даже играл в хоккей с мячом. Все краски праздника у Рамиля Галиуллина. Пуститься в пляс с колоритными ряжеными или угоститься горячим чаем. Рождественская ярмарка на Менделеевской земле собрала и стар, и млад. Травы и специи добавляются, потому что напиток должен согревать. И какой же праздник без угощений? Для всех желающих ароматный медовый сбитень. Рецептом давно забытого напитка делится директор Краеведческого музея. 15-20 трав идет в этот напиток. Отдельно сбивался мед в теплой воде, отдельно настаивались травы, потом это все вместе сбивалось, поэтому и называлось сбитень. С песнями и плясками приехали русские и татары, удмурты и марийцы. Ярмарка стала большим праздником для всех. Здесь же бойкая торговля. Товар купил, домой потанцевал под гармошку, под баян. Домой пришел, сварил, вкусно поел. Душа радуется, праздник же. Очень нужны такие праздники. Мы сохраняем традиции нашего русского народа. Сохранить традиции помогают и забавы. Катание на лошадях или конкурс на самые нарядные санки. А так определяют самого умелого рыбака. Ее даже не видно будет. Проводить веселые ярмарки давно стало традицией. Парк Ушковские острова принимает праздник 4-й год подряд. Сегодня эта территория и зимой, и летом становится местом для отдыха наших горожан. Мы проводим здесь и мусульманские, и православные праздники. С песнями, с плясками приходим на этот праздник и с удовольствием участвуем в нем. Зарядиться настроением и оказаться в сказке всех желающих организаторы приглашают и на следующий год. Рамиль Галиуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Менделеевский район.
За минувшие сутки от коронавируса в Татарстане скончались 4 человека. Это 74, 69 и 64-летние мужчины и 61-летняя женщина. Также выявлено 89 новых случаев заражения. Все контактные. Большинство жителей Казани лечатся на дому. Тем самым на 7 января в республике зарегистрировано 13 907 случаев COVID-19. В России сегодня 23,5 тысячи заболевших коронавирусом. Это немного меньше, чем днем ранее. Большинство заразившихся по-прежнему в Москве, почти 5 тысяч. Свыше 3 тысяч новых ковид-пациентов в Санкт-Петербурге. В российском коронавирусном топе и Нижегородская область, здесь более 400 заболевших. У наших соседей в Чувашии 93, в Самарской области 287, в Башкортостане 165. 32 татарстанских туриста не смогли улететь в Турцию из-за просроченного теста на COVID-19. Как не лишиться отдыха и не потерять деньги? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сигнал пожарного извещателя спас жизнь пожилому человеку в Высокогорском районе. 84-летний пенсионер проснулся от звука прибора, а в это время дом уже был охвачен огнем. На сигнал прибежала соседка и вывела дедушку из дома. А вот спасти мужчину в Зеленодольском районе не смогли. Таким образом, за первые 6 дней января на пожарах погибли 10 человек. 4 пострадали, 20 были спасены. Только за минувшие сутки в Татарстане произошло 15 пожаров. Всего с начала этого года в республике случилось 84 возгорания. В МЧС отмечают, чаще всего причина неосторожное обращение с огнем и в очередной раз призывают соблюдать элементарные меры безопасности. Айда Татарстан. С этой недели в наших новостях новая рубрика. Это проект о многонациональных деревнях нашей республики, о самобытных жителях. Тех, чье единство – пример для всех. О таких говорят, на них держится мир. Этот проект мы посвящаем Году родных языков и народного единства. Русские, татарские, чувашские, марийские, мордовские. На карте Татарстана много уникальных поселков, сел, деревень. Наш проект откроет их для зрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. От традиций и обычаев до исторических фактов и коронных блюд. Все это будет в нашей рубрике «Старт в эту субботу». Это проект об уникальных людях и уникальных деревнях. Они своеобразная мини-модель нашей многонациональной республики. Разные веры и национальности, они веками живут на одной земле и создают гармоничную историю сосуществования. Вот отсюда и пошло это название деревни Чирша. Первое село мы сняли прямо перед Новым годом из-за его новогоднего названия – Чирше, в переводе «елка». Названо так в честь ели, вокруг которой и выросла когда-то деревня. Вот сейчас на этом месте небольшого хвойного леса тогда росла одна единственная ель. Как появилось село, чем оно сейчас живет, какие традиции хранят его жители, об этом мы узнаем от старожилов, интересных и талантливых людей. В 2000 году приехал у нас Рабит Батулла. Здесь. До этого уже здесь уже жил известный наш певец Ринат Ибрагимов, Масхуда Шамсудинова. А еще увидим, в чем секрет их дружбы и взаимопонимания. Люди любят хорошо отдохнуть, хорошо музыку, попеть песни. Да, любят. Мы познакомим наших зрителей с национальными блюдами, которые стали любимыми. Причем не важно, что шпишмак печет марийка, а пельмени лепит татарка. Здесь не делят на свое и чужое, а живут одним общим домом. Посмотришь на такие уникальные и малоизвестные уголки республики, так и хочется воскликнуть: «Айда Татарстан!» Смотрите в новостях в эту субботу в 19:30. В Казанском музее соцбыта открылась выставка «Фронтовой Новый год». В экспозиции уникальная коллекция поздравительных открыток времен Великой Отечественной войны. Они появились почти 80 лет назад, в декабре 1941 года, после победы под Москвой. Этот жанр открыток в свое время так полюбился, что породил целое направление советских новогодних сувениров и игрушек. Палитру такого творчества увидел и мнение современников услышал Дмитрий Аренин. А вот смс-ки по-советски, это когда почтальон приносил.
Такими открытками в годы войны поднимали дух советских бойцов и тружеников тыла. На борьбу с врагом встал и Дед Мороз. Новогоднего волшебника изображали и партизаном, и с мешком снарядов для неприятеля, и с пленными немцами. Смотрите, вот такой основной, такой типичный образ Деда Мороза. Такой боец. Родственникам посылали как фабричные открытки от лучших художников страны, так и самодельные. Некоторые экземпляры действительно уникальные. Для выставки «Фронтовой Новый год» собрали более 200 открыток из запасников музея и личных коллекций. Все это очень изготовлено талантливо. Дед Мороз всегда... От него исходит вот такая решимость, уверенность в победе. То есть он на лыжах с автоматом, он едет на санях, везет пленных немцев. Это эмоционально очень сильно. Такой эмоциональный заряд с атрибутами эпохи взяли на вооружение советские новогодние открытки и игрушки последующих лет. Это и покорение космоса, поднятие целины, Московская Олимпиада. Дошло до того, что в конце 80-х Дед Мороз изображали в качестве рок-н-ролльного барабанщика. Мне это очень нравится, это удивительные вещи, их нужно обязательно хранить, помнить. Очень все завораживающе. Я с удивлением просто для себя открыл, что существовали такие открытки. И могу сказать, что вот этот Новый год, который мы проводим здесь в Казани, он действительно мирный, что подтверждается документом 1941 года. Такая музейная выставка в Казани будет работать до 15 января. Дмитрий Оригин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Бесценную коллекцию старинных мотоциклов собрал житель села Шугурово Лениногорского района Анатолий Вакулюк. Механик по профессии, с детства любил прокатиться с ветерком. За 50 лет смог раздобыть такие двухколесные машины, что некоторым из них больше лет, чем самому пенсионеру. И все кони на ходу. Необычный музей увидел и наш корреспондент Филюза Хамидуллина. Провод, который должен идти такой, но он должен быть оригинальный. Это самый дорогой мотоцикл его коллекции, немецкий военный BMW 48 года. Первые образцы знаменитого Ирбита, без люльки и логотипа. Их выпускали всего несколько штук, таких больше нет в стране, говорит Анатолий Вакулюк. Привез его еще 10 лет назад из Оренбургской области. С младшим сыном восстановили его полностью по оригиналу. 90% здесь оригинал. Потому что найти покрышку – это проблема. Вот именно такую покрышку с таким рисунком найти проблему. Вот еще один раритет – мотоцикл «Москва» в красном цвете. Выпускали маленькой партии еще до войны. Их часто можно увидеть в советских кинофильмах. Рядом еще один редкий образец – Минск 50-х годов. А этот нашелся мне один. Также опять, это все отдают старые люди, которые знают, что он скоро будет на металлоломе. Вот. И его восстановили, опять же, мы с сыном восстановили, даже родную краску нашли. Родная краска шла в маленькой баночке. ИЖ-56, спортивный ковровец, К-175. Каких только моделей здесь не увидишь. На обзор более 30 моделей. Собрать такую технику может не каждый, уверен герой нашего репортажа. Ведь многие модели в свое время выпускали поштучно. Железные мотоциклы – это его страсть детства. Я сломал руку на велосипеде, и отец мне не покупал мотоцикл долгие годы. И я работал, пилил дрова, делал кирпичи, заработал себе сам на мотоцикл. Это был минский мотоцикл М106, затем венгерская Паннония, Ява, Урал. Коллекционировать мотоциклы начал в 1972 году. Его как антиквара теперь знают не только в Татарстане, но и за пределами России. Это дает движение. Я не могу лежать на диване. В свободное время я работаю, кроме зимы, кроме холодного времени, каждый день по 2 часа с железом. Мотоциклы он не продает, хотя желающих всегда много. На вопрос «почему?» отвечает вопросом: как можно продать то, куда вкладываешь всю душу? Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорский район. У нас на этом все. Всего вам доброго и хороших выходных. Здравствуйте! Спонсор выпуска ПАО «Акбарсбанк». Живите лучше. Что значит жить лучше? Превращать мечту в цель. Находить вдохновение для достижения этой цели. И знать, что каждая сегодняшняя мечта действительно может исполниться завтра. Акбарсбанк поможет рефинансировать невыгодную ипотеку, а также получить кредиты на ремонт по ипотечной ставке. Акбарсбанк. Живите лучше.
Праздничная неделя продолжается. Погода радует обильными снегопадами и мягким морозом. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет облачно, небольшой снег и 7 градусов ниже нуля. Станет теплее в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге, около 5 мороза днем, временами со снегом. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше сохраняется облачная погода с небольшим снегом, минус 7. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси ночью минус 10, днем около 6 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица, будьте предельно внимательны. Для юго-запада республики 8 января будет облачным и довольно теплым, всего 3 градуса со знаком минус. Синоптики местами обещают снег. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше также стало теплее. Дневная температура 5 градусов со знаком минус. Суровый январь дарит нам мягкий мороз и комфортную погоду. В субботу днем без существенных осадков. Температурный фон не изменится. В Казани пасмурно, временами небольшой снег. Ночью минус 9, днем 4 градуса ниже нуля. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха высокая, 91%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хорошего настроения и до свидания.